Здравствуйте, меня зовут Карабулатов Ильяс, я народник, танцую давно очень на сцене. Я выпускник Башкирского государственного педагогического университета. И сегодня с удовольствием дам мастер-класс по башкирскому танцу. Хочу сразу сказать, что у нас будет не только движения башкирские, мужские и женские, у нас еще будет неплохой такой, скажем, легендарный атрибут. Это будет немножечко позже. Хочу немножко рассказать о башкирской хореографии. Есть в башкирском танце основные движения, из которых, в принципе, строятся различные вариации. То есть как в женском танце, так и в башкирском. Если мы возьмем одну из основных движений башкирского танца дробь, то из него можно делать просто огромное количество вариаций. И практически дробь встречается во всех легендарных постановках и Фазиат Гамидовича Гаскарова, и в народных, то есть постановках, да, вот скажем, есть танец баик. Баик в разных башкирских народах, в разных краях Башкирии танцевали по-разному. И, естественно, башкирская дробь встречается в танце гуль-назира, охотник, и то, что я вам сегодня покажу в конце, танец табунщик, да, то есть их великое множество, этих вариаций, и они встречаются практически везде. Сейчас, если мы говорим больше о башкирском мужском танце, то больше, наверное, скажем, что основное движение – это переменный шаг. Из переменного шага тоже есть очень много вариаций, их можно делать по-разному, то есть и различные прыжки, комбинируем их с разными, самыми разными движениями. Также хотел заметить, что вот обратите внимание, сегодня я специально оделся в тренировочную одежду. Здесь у меня символика БАЭК, это телевизионный конкурс, башкирский телевизионный конкурс республиканский, куда приезжают со всей Башкирии любители танцевального искусства для участия. В этом году мне выпала честь вести программу БАЭК, поэтому вот, соответственно, я в этой символике. И сегодня, по случаю нашего башкирского мастер-класса по танцам, я решил одеть именно такую символику. Ну что ж, в процессе мастер-класса я вам еще много расскажу, то есть и из истории, и теории. Ну, давайте приступим. Начнем мы, наверное, с вами с основного, да, то есть башкирской дроби, как я сказал. Первая башкирская дробь. Если мы изучаем основу, из нее мы можем делать уже быстрый ритм, средний и совсем медленный. Если мы возьмем танец баик, который танцуют в разных, как я уже говорил, районах по-разному, есть разные вариации. Допустим, в баике встречается очень медленная дробь. Давайте рассмотрим башкирскую дробь более медленно, разберем поэтапно. То есть пятка, носок, рам-пам-пам. Еще раз. Пятка, носок, рам-пам-пам. Да? Самое главное, не уходить вниз. По теории танца вообще во время дроби как бы исполнитель должен вот вырастать до ощущения, как будто нас взяли за макушку и тянут наверх. Еще раз обратите внимание, да? Вот, я вырастаю. Да, то есть ощущение, как будто меня вытягивают наверх. Теперь то же самое, когда мы делаем быструю дробь, то есть в быстром темпоритме, мы не должны уходить вниз. Мы делаем также, вырастаем, вот, допустим, танец гуль-назира берем. Ощущение, что вырастаем наверх. Вот, это основное правило. Еще какие моменты? Когда мы делаем дробь, ни в коем случае не должно быть, что это еле слышно. То есть четко пятка, носок, да? Для этого, соответственно, надо поднять правую ногу. Видите, да, специальной обуви, то есть народной. Каблук, пятка, все четко слышно. Башкирская дробь выполняется в разных ритмах, в разных танцах, то есть выполняется в разном темпоритме. Возьмем, к примеру, танец гуль-назира, башкирский танец легендарный гуль-назира, постановку Фазиат Гамидовича. Там выполняется очень быстро, да, то есть вот. В танцах, допустим, более лирических,
где танцуют девушки, лирику танцуют, там встречается очень медленная дробь. Например, да? Возьмем танец 7 девушек, там действительно, вот они идут линией вперед, мы можем наблюдать. Да? Но основа одна, это башкирская дробь. И еще один момент, из башкирской дроби можно делать невероятное количество разных комбинаций, то есть подбивки, да, это я вам все покажу. Теперь медленно давайте попробуем разобрать башкирскую дробь. Сначала медленно, потом будем выполнять в 3 ритмах. Пятка, носок, да, то есть прямо четко слышно. Вот. Обращаем внимание. Поднимается, да? Теперь притопы. Притопы. Еще раз. Пам, та-та-там, пам, пам. Пам, 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 пам. Для того, чтобы легче запомнить этот ритм, надо сначала можно потренироваться вот для упрощения, так скажем, да? Можно потренироваться на ладонях. Надо четко соблюдать этот ритм в голове. Пам, пам, та-та-там, пам, пам. Уловили, да? Хорошо, теперь 3 ритма. То, что мы с вами делаем. Сначала башкирская дробь в медленном, очень медленном, чтобы вы смогли уловить. Средний. Да. Чуть быстрее. Ну и теперь самый быстрый, как в Гульназире, да? Теперь идем дальше. Башкирская дробь, я показал вам основу. Теперь мы из нее можем делать комбинации. Есть разные комбинации. Смотрите, такая же триоль. Видите, да, начинается как дробь. Та-та-там, пам-пам. Еще раз. Но в это время мы как бы подбиваем. Показываю медленно. Вырастаем, да? Еще раз. Ну что ж, друзья, переходим к переменному шагу. При правильном исполнении этого движения должна быть правильная постановка. То есть осанка прямая, руки не выше, не ниже, вот на уровне плеч. Плечи раскрыты, все свободно. Все в себя, то есть да, втянули, вот как возле станка, да, стоим как будто. Это положение надо запомнить. Теперь, когда делаем переменный шаг, сперва надо разучить ноги. То есть почему переменные? Мы меняем ноги. Покажу немножко в угол, да, чтобы было видно. Правая вперед. Да? Вот у нас получается с ноги на ногу. Раз, два, три. Потом оставляем и сразу на левую. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Медленно. Еще раз, чтобы мы могли запомнить ноги. И раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Ноги выворотно, да, то есть не сюда, не внутрь, не прямые, а вот именно выворотные ноги. Для этого мы изучаем в классике позиции, да. Теперь добавляем руки. В момент перехода, в момент, когда мы меняем, да, ноги, у нас идет
как бы вздох, да, как будто сюда. И здесь зафиксировать положение. Сюда. Кулак на уровне вот солнечного сплетения. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. Воздух, то есть не прижимаем руку, да, вот показываю. Вот, все время воздух. Кулаки. Не такие, а вот именно, как будто мы держим щит. Попробуем медленно вместе с ногами. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Самое главное, никогда при переменном шаге не делается, чтобы какая нога, та же рука. Только противоход. Если у нас идет правая вперед, значит левая рука. Если левая нога, значит правая. Противоход запоминаем. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, переходим к женской хореографии. Покажу два основных движения, то есть даже не как бы основных, которые чаще встречаются в башкирском танце. То есть сперва учимся щелкать. Да, кстати, не все умеют, не у всех получается, поэтому учимся правильно щелкать. Этому можно научиться. И видите, да, четко слышно. Вот, вот положение, вот. Угу. Левая. Две руки. Угу. Теперь встречается с кистью, да, попробуем с кистью, вот, медленно. Как бы подача туда, туда, да. Почему показываю? Потому что это встречается в движениях. Сюда, то есть кистью даем, да, слегка так. Пам, 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 да. Надо настолько четко щелкать, чтобы это было слышно до последних рядов, да, то есть, может, громко. Задаем ритм. Теперь разбираем, какие у нас есть движения, да. Именно вот с применением этого движения, приема, то есть. И раз, два, три, 4. Видите, да, у нас мелкий переменный шаг. Если обратите внимание на ноги, если обратить внимание, и раз, полупальцы, полупальцы, полупальцы. Теперь вместе с руками. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь можем добавить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Еще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Также можем сделать назад. Смотрите, как будет это. Раз, два, отходим. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь с руками. Когда уходит правая нога, подаем левую вперед. Правая сзади. Опять-таки, вот, если показывать туда, если зритель у меня там, это будет выглядеть вот. То есть вытянутые руки на уровне плеч, да? Спокойно. Раз, два, сюда. Теперь 3, 4, сюда, да? То есть подача туда. Вдаль. Пробуем. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И можно также сделать вперед. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну что ж, друзья, у меня в руках атрибут, как я вам обещал. Смотрите, да, обратите внимание.
профессиональный цирковой кнут. Почему говорю цирковой? На самом деле это не тот кнут, который плетут в деревнях, в селах. Он отличается. Видите, да, то есть даже рукоятка, все абсолютно отличается. Он предназначен для сцены. Его мне сплел Марат Якупов, солист башкирского ансамбля имени Файзи Гаскарова, Башкирского государственного. Вот, видите, даже, то есть, подпись его, фирменная подпись. Вот. В очень многих мужских танцах, сейчас даже есть такие постановки, наездницы, да, встречается кнут или плетка. Вот в данном случае у меня кнут, он почти 3 метра с лишним. То есть, да, он очень длинный, он предназначен для работы на цирковом манеже и на больших сценах. Вот. Основной танец, который вот именно с применением кнута, это табунщик. Постановка народного артиста Республики Башкортостан Рифа Габитова. И для меня большая честь, что Риф Фатихович в свое время сам поставил мне этот танец и сам научил владеть вот этим непростым инструментом. Что может казаться, да? Чтобы просто сделать щелчок. Нет, друзья, на самом деле приемов с применением профессионального кнута очень много. Если мы посмотрим, как делается кнут, это, конечно, отдельная история, я вам быстренько скажу. То, что внутри плетется сначала вручную трос, железный трос, а сверху накладывается вот эта кожа. Это очень кропотливая работа, очень долгая, тут надо быть действительно настоящим мастером. Пока, насколько я знаю, в нашей республике профессиональные кнуты делают только 2 человека. Это Салават Ермухаметов, бывший легендарный циркач, и Марат Якупов. Вот, поэтому сегодня мы с вами научимся основным приемам владения этим сценическим атрибутом. Смотрите, начнем с самого простого. Вот в танце табунщик у меня встречается 8. 8 сложный элемент, он разучивается очень долго, то есть, да, посмотрите, что я выполняю. Все мы привыкли кнутом щелкать вот таким образом. Сюда и сюда, да, то есть круг и противоход. Но есть еще другой прием, основной. Смотрите. Как бы мы кладем кнут на одной плоскости, он работает как маятник. Вот что у нас получается. Я его просто кладу, кладу. То есть вот, смотрите, в конце добавляю кисть, показываю медленно. Видите, я положил его сюда, положил. Для чего нам это нужно? Дальше нам уже легче щелкать. Вот что происходит. Видите, да? То есть сюда и хоп! Вот. Не разучив вот этот момент, маятник на одной плоскости, мы не сможем двигаться дальше. То есть мы не сможем щелчки делать, да? То есть вот. С простого начинаем. И вы сами не замечаете, как он начинает щелкать. Положить. Положить, 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 положить. И дальше уже, когда мы доведем это до автоматизма, мы можем делать. Понятно, да? Обратите внимание, друзья, на очень важную деталь. Локоть идет впереди. То есть локоть у меня продолжение вот этого инструмента, то есть кнута. Кнут не здесь заканчивается, а вот идет рука, локоть. И смотрите, когда мы идем обратно, у меня идет локоть сначала, а потом уже рукоятка. За счет этого происходит 8. Видите, рисую, 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 рисую. Угу. Теперь можем сделать комбинацию. Здесь 2 прием. У нас идет полный круг, полный, над головой. И когда приходит в этот угол, мы его возвращаем. Еще раз. Возвращаем.
видите, да, делаем сюда. То есть, по сути, это то же самое, где мы делаем вот, только с кругом. Да, то есть, еще раз. Вот, в угол. Можем сделать комбинацию. Например, рам, пам, пам. Да? Еще раз. Рам, пам, пам. Угу. И есть еще двойной удар. Это третий прием, который показываю. Вот. Раз. Кнут остался у меня, да? Через голову. Два. Два. Сюда. Сюда. Да? Ну, не всегда, конечно, получается ровно, но когда особенно площадка маленькая, да? Еще раз. И раз. Сюда. Два. И сюда. То есть раз и два. То есть мы заводим через голову. Вот основные приемы с использованием кнута. Ну вот, друзья, вот такой кнут можно приобрести за 15 тысяч. Имейте в виду, да, кто хочет танцевать, кто научиться. Я надеюсь, мастер-класс вам поможет. Еще раз, для того, чтобы вы не забыли, медленно показываю. Маятник. Раз, два, три, четыре. Маятник запоминаем. Раз, два, три, четыре. Угу. Теперь круговой. Сюда, да? И пам. И пам. Да? И двойной удар, да? То есть раз и два. Пам и пам. Двойной. Друзья, теперь хочу показать вам, вот собирая все это вместе, да, дробь, движение, кнут, хочу показать вам небольшой фрагмент из моего танца, из табунчика. Это легендарный танец. Сразу скажу, у нас сегодня с вами мастер-класс, поэтому в полную силу не удастся станцевать и без костюма, но, по крайней мере, я вам постараюсь показать правильную схематику в нужном характере.